В столичном аэропорту гостей во главе с генеральным директором ВГТРК «Россия-1» и его заместителем Рифатом Сабитовым встретили председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и директор ГТРК «Войнах» Рузана Веселаева. Повод очень значимый. Так совпало, что СМИ региона в этом году отмечают юбилейные даты. Столетие газеты «Даймох», 65 лет телевидению «Войнах» и 90 лет радио, 20-летие ЧГТРК «Грозный» и газеты «Вести Республики». Сразу после прилета гости посетили филиал «Россия-1» ГТРК «Войнах». В полностью обновленном после ремонтных работ здании компании для них провели небольшой экскурс в историю становления и развития одного из главных каналов Чеченской Республики. На экране по очереди сменялись фазы становления и роста ГТРК «Войнах». В сложное послевоенное время самую важную поддержку журналистам Чеченской Республики оказал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Была отмечена и неоценимая регулярная помощь Рамзана Кадырова, а также Министерство региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Нам очень помогает министерство, особенно в оказании помощи нашим сотрудникам, финансовой помощи, какие-то премии. Очень стимулирует наших работников. И сейчас, буквально недавно, тоже это не афишируется, министерство нам отправило последнюю модель квадрокоптера, которого нет, кстати, на других телеканалах, но есть у нас. Ну и, конечно, встреча с журналистами. Сотрудники телерадиокомпании очень тепло поприветствовали гостей. В актовом зале собрался коллектив телеканала, а также руководители других региональных компаний, приехавших поздравить ГТРК «Войнах» с праздником. Сегодня у нас замечательный повод. Мы отмечаем 65 лет начала телевизионного вещания и 95 лет начала радиовещания Чеченской Республики. Ну и по этому поводу сегодня здесь генеральный директор Олег Борисович Добродеев. Не приехать, наверное, больше вы не могли, потому что здесь большое событие для коллег. Приехали коллеги всего Северо-Кавказского федерального округа, вот здесь они присутствуют. Потому что действительно ВГТРК – это большая, огромная, очень дружная семья. Олег Борисович Добродеев отметил положительные изменения и преобразования, произошедшие под руководством Рузаны Веселаевой. Упорный труд и любовь к своему делу принесли ожидаемые плоды. Телерадиокомпания очень популярна в регионе и известна далеко за его пределами, благодаря слаженной работе коллектива и объективному интересному освещению событий. У меня очень сильные чувства каждый раз, когда я попадаю в это здание. Я хорошо помню его еще абсолютно в таком, разрушенном, прямо скажем, в никаком состоянии. И вот каждый приезд, я должен сказать, что трудами и колоссальной помощью и Рамзана Ахматовича, ВГТРК, мы сейчас эту кампанию, наверное, для нас главную, ключевую, самую важную, мы ее, конечно, очень сильно преобразовали. Рузана, спасибо вам огромное. Директор ВГТРК не в первый раз посещает республику и всегда оказывает всевозможное содействие в освещении главных событий для региона. Муслим Хучиев отметил, что благодаря его усилиям широкая аудитория может узнавать самые важные новости и открывать для себя истинную картину происходящего. В самое трудное время для Чеченской Республики, когда отсюда люди уезжали, спасая свою жизнь, вы на месте налаживали на телевидении, помогали. И вообще фамилия Добродеева – это легенда российского телевидения. Рузана Веселаева поблагодарила за высокую оценку работы телерадиокомпании, отметив, что важную роль в достижении успехов сыграли колоссальная поддержка главы региона и генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. Мы всегда чувствуем вашу заинтересованность в развитии телеканала. Стоит нам только позвонить Рифату Абдулгаповичу, как любая проблема в считанные сроки она решается. Поэтому я хочу выразить вам слова огромной благодарности. Нам на самом деле есть на кого равняться. Мы постараемся оправдать ваши ожидания, расти в профессиональном плане. И, конечно, огромное спасибо здесь Рамзану Ахматовичу Кадырову, который тоже нас во всем поддерживает, и сотрудников филиала. Решаются какие-то жилищные проблемы. Это мотивирует, и это очень помогает нам. Поэтому нам повезло вдвойне. У нас есть в республике Рамзан Ахматович, есть в Москве Олег Борисович. Спасибо вам большое. Не обошлось без памятных подарков, как принято на Кавказе. Рузана Веселаева вручила символичные презенты гостям. Хотим, чтобы, когда вы отправитесь домой, в Москву, в вашем кабинете была частичка Грозного, Чеченской Республики. Это наша мечеть, сердце Чечни.
После делегация отправилась на Аллею Славы отдать дань памяти первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову и возложить цветы к его обелиску. Здесь же, на Аллее Славы, находится и легендарный подземный музей имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сотрудники провели увлекательную экскурсию, в которой подробно рассказали о жизни и деятельности первого президента Чеченской Республики, начиная с самого рождения. Это встреча с религиозными деятелями, встреча с наследником принципа Саудовской Аравии. Кстати, после этой встречи было организовано паломничество наших верующих в Мекку и Медину. Мы понимаем, что время было непростое, но верующие все равно хотят всегда совершать паломничество. Гостям рассказали о событиях, предшествовавших возрождению региона после печальных событий конца 90-х, начала 2000-х, о сложных временах и о том, сколько трудов было вложено руководством Чеченской Республики в те далекие времена, чтобы сейчас народ жил в мирном и процветающем регионе. И, конечно, о трагической гибели первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова на основе исторических фактов и фотографий того времени. Это зал номер 1, рабочий кабинет первого президента Чеченской Республики. Многие из присутствующих не в первый раз посещают республику и каждый раз, по словам гостей, остаются неизменно восхищены положительной динамикой роста и процветания региона. Немаловажную роль, по их словам, играют в этом и средства массовой информации, в числе которых и коллектив ГТРК «Войнах». Вот как вы оцениваете работу телеканала «Война»? Я очень люблю эту компанию. Я следил очень внимательно за ее становлением еще с того момента, когда мы выбирали здание для нее. Это было очень и очень давно. И я очень рад, что каждый следующий мой приезд в Грозном компания становится все лучше, лучше и лучше. Она просто меняется. И то, что было сделано за последние пару лет, с тех пор, как меня здесь не было, просто впечатляет. И журналисты, которые работают, и руководители компании, огромные молодцы. Я считаю колоссальным достижением компании тот объем, а это порядка 2 часов в день вещания на чеченском языке. Конечно, я, прямо скажем, не все понимаю, но я прошу, у меня есть люди, которые могут мне помочь и объяснить. И это действительно тот фактор, который очень и очень важен для мира, для согласия и для Чеченской Республики, и для России в целом. От всей души поздравляю с праздником своих коллег. Все, кто работает, все журналисты Чеченской Республики, большие, колоссальные молодцы. Еще одним интересным пунктом посещения стал Российский университет спецназа в городе Гудермес. Здесь гостям показали самую крупную в Европе аэротрубу, в которой отрабатывают навыки парения в воздухе парашютисты из самых разных регионов. Поток воздуха, он даже при том, что мы ладонь повернули, мы уже изменяем направление движения своего тела. Я очень рада, что я сегодня оказалась в этом замечательном крае, прекрасной республике. Мне все очень нравится, все красиво, люди красивые, чистота на улице, интересные объекты. Вот мы посмотрели музей Ахмата Кадырова. Сейчас мы увидели интересную эту грандиозную трубу. Попробовала полетать, но одежда не позволяет. Хотя, говорят, можно надеть какой-то специальный аэрокостюм. Но, может, в следующий раз. С большим удовольствием поздравляю ГТРК «Война» с столь знаменательным событием. Считаю, что с таким прекрасным руководителем, как Розана Нуралиевна, вы достигнете еще больших высот. Желаю вам всем здоровья, счастья, благополучия и процветания ГТРК «Войнах». На базе Русспецназа проходят подготовку специальные подразделения Чеченской Республики, а также добровольцы, которые отправляются в зону СВО на Украине. Мы учим, как эффективно организовать засаду и как с ней, допустим, воевать с этой засадой. Обязательно, у каждого будет автомат, да, но есть еще целый перечень наших эффективных средств. Это кумулятивные гранаты против танка, штурмовые, вот они 2 трубы. Это как самолет и пароход, одинаковые. Но одна только против танка, только, потому что дырку бьет кумулятивная. А это объемный взрыв, в БТРе такую дыру проваливает. Гостям показали основные пункты, где под руководством профессионалов проходят ускоренные курсы по тактической и боевой подготовке.
Ближе к вечеру всех юбиляров, сотрудников телерадиокомпании и печатных изданий приехал поздравить глава региона Рамзан Кадыров, который всегда с большим уважением относился к этой профессии и даже сам является мобильным репортером ГТРК «Войнах» и ЧГТРК «Грозный». Внимание! Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Торжественная часть церемонии празднования началась с исполнения оригинальной песни гимна всех журналистов Чеченской Республики. Журналисты Чечни, честь и совесть народа, кто и в мирные дни на позициях фронта, вечной схватки со злом, по велению долга. Ветераны журналистики поблагодарили Рамзана Кадырова за постоянное внимание и поддержку. С приветственной речью и поздравлениями к собравшимся обратились Чингиз Ахматов и Рузана Веселаева. Те, кто готовы в любое время отправиться в любую точку мира, чтобы снять эксклюзивный контент. Те, кто не боится землетрясений, вирусов и военных действий. О том, чем живет телевизионный мир, вам расскажем мы, директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахматов. Ну и, конечно же, директор ГТРК «Войнах» Рузана Веселаева. Sur de Köln, marsch voril, lehre mir Merkda. Добрый вечер, уважаемый Рамзан Ахматович, Олег Борисович, дорогие гости. Как уже правильно сказали наши коллеги, сегодня сразу 3 телерадиокомпании нашего региона отмечают свои круглые даты. Все журналисты Чеченской Республики – одна большая дружная семья, и сотрудники телерадиокомпаний рассказали о своих достижениях, а также о работе других информагентств. У каждой компании есть что-то свое, индивидуальное. Хотя, к чему слова? Давайте вместе посмотрим видеоролик. Внимание на экран. Если в начале 2000-х годов мало кто подозревал о существовании чеченского телевидения, то сегодня сигнал из маленькой республики огромной страны доходит до самых отдаленных уголков планеты. Строгое, но простое. Грустное и веселое. Развлекающее и познавательное. Такое разное, но такое родное чеченское телевидение. Вера – фундамент человеческого счастья. Первая исламская телерадиокомпания России «Путь», носящая имя первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, была создана в 2007 году по инициативе служителя Корана, главы региона Рамзана Ахматовича Кадырова. Основой сетки вещания телекомпании «Путь» являются программы религиозно-просветительского характера, тысячи часов аудио и видеоконтента и печатной продукции, в которой каждый мусульманин найдет ответ на любой жизненный вопрос от самых авторитетных богословов. Наряду с религиозными передачами и проповедями в эфире телеканала появляются программы, освещающие самые актуальные и значимые темы в общественно-политической и социально-экономической сфере. С 2009 года функционирует и собственная радиостанция, позволяющая доносить слово Всевышнего до каждого. В октябре 2018 года ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова стала первой в России исламской телерадиокомпанией, получившей лицензию вещания на территории всей страны, что означает официальное одобрение и поддержку властей на распространение истинных ценностей ислама. ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова объединила десятки сотрудников, ежедневно не покладая рук трудящихся над созданием качественного контента, рассчитанного на зрителей и слушателей всех возрастов. Удалось достичь колоссальных результатов в работе с арабской аудиторией из разных стран. Опубликован такой объем подробной достоверной информации, связанной с жизнью республики, что их пользователи свидетельствуют о том, что ТРК «Путь» смогла добиться того, чего не добились даже послы. Точкой отсчета современной истории Чеченской Республики по праву можно считать 23 марта 2003 года, день референдума по принятию Конституции, на котором народ навсегда скрепил свою историю с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Хаджи Кадыровым.
В этот же день вышла в свой первый эфир главная телерадиокомпания Чеченской Республики «Грозный». Компания за 20 лет выросла до крупнейшего производителя медиаконтента на Северном Кавказе. Корреспонденты Грозного первыми оказываются в самой гуще событий. Военная операция в Сирии, священный хадж, даже покорение чеченскими силовиками Заполярья. Более того, журналисты ЧГТРК «Грозный» не только в числе первых отправились в зону проведения СВО на Украине для ее освещения, но и координируют действия представителей российских и международных СМИ. Знаменитый «Зеленый микрофон» побывал на самых важных мероприятиях в стране. С освещения контртеррористической операции, отправляясь на пресс-конференцию президента Российской Федерации. Безусловно, все это не было бы возможным без профессиональной команды, где каждый работник отдается своему делу на все 100, а некоторых сотрудников по праву можно считать незаменимыми. С вами был ваш верный преданный слуга, мобильный репортер ЧГТРК «Грозный» Рамзан Кадыров. Особый статус каналу придает и тот факт, что его почетным президентом и по совместительству мобильным репортером является глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который не только обеспечивает эксклюзивной информацией, но и дает доступ к самым важным мероприятиям в республике. Освещение деятельности команды первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова занимает особое место в эфирной сетке телеканала «Грозный». В кровавые 90-е, несмотря на всю опасность, многие сотрудники телерадиокомпаний в войнах продолжали работать. Не обошлось, к сожалению, и без потерь. Надежда на жизнь появилась только с назначением на должность главы администрации Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Вы стараетесь своими силами, очень малыми возможностями довести до людей нашей республики, что делается в нашей республике. Я от всей души поздравляю всех работников телевидения, радио. Являясь частью самого большого медиахолдинга страны, ГТРК «Война» профессионально освещает все региональные события не только в Чеченской Республике, но и во всей стране. Тесно налажено взаимодействие со всеми региональными филиалами ВГТРК. Войнаховцы периодически выходят в эфир федеральных вестей. Мы обсуждали перспективы развития телевидения в Чеченской Республике с Ахматом Хаджи Кадыровым. На сегодняшний день мы действительно превратили «Война» в лучшую компанию на Кавказе. Благодаря поддержке главы региона и руководства ВГТРК, «Войнах» может отвечать на новые вызовы в телеиндустрии. Телекомпания ежегодно становится победителем различных международных конкурсов. Недавно она впервые стала победителем самого престижного конкурса страны «ТЭФИ Kids». Участвует филиал и во всероссийских телемарафонах, которые знакомят всю страну с нашей прекрасной культурой и обучением. Построены новые студии для самых популярных программ. Обновлено профессиональное освещение и внутреннее оформление зданий. Но главная ценность телерадиокомпании – это коллектив. В «Войнах» небольшая часть огромной команды Кадырова, готовая выполнить любое поручение лидера. Ведь каждый из нас осознает, что все успехи региона – это результат упорства и справедливости предводителя, который ведет свой народ по пути великого отца в прекрасное будущее. Показали гостям и курьезные случаи, происходящие с корреспондентами, смешные миниатюры, вызвавшие море эмоций. На торжественной церемонии министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмет Дудаев в своей речи отметил роль первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в становлении региона и процветании всех сфер жизни уже сейчас, 20 лет спустя. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемый Олег Борисович, разрешите от лица всех присутствующих в этом зале поприветствовать вас на данном торжественном мероприятии. Хочу поблагодарить вас за то, что, несмотря на свой плотный график, на загруженность, вы нашли время разделить с нами этот вечер. В этот юбилейный год, как мы видели на экране, многие СМИ они отмечают 20-летие. Это связано с тем, что именно 20 лет назад, судьбоносный год для всего чеченского народа, год, когда под руководством нашего первого президента, великого Ахмата Хаджи Кадырова, в республике был проведен всенародный референдум. Это позволило начать свою деятельность, свой путь для многих наших СМИ. С тех пор наши журналисты, они имеют возможность жить, развиваться в этой республике. В контексте референдума я бы хотел вспомнить слова первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Эти слова звучали, о них вспоминали и на недавно прошедшем съезде народа Чеченской Республики.
Ахмад Хаджи в 2003 году говорил, что на том судьбоносном референдуме не решался вопрос, быть или не быть чеченскому народу в составе Российской Федерации. Ахмад Хаджи говорил, что на тех выборах, на том референдуме, на самом деле решался вопрос, быть или не быть чеченскому народу вообще в принципе. Поскольку мы все помним, многие из присутствующих помнят, до какого критического состояния была доведена республика, народ был в отчаянии, вся инфраструктура была разрушена, люди не имели никакой перспективы. И только благодаря нашему первому президенту, выдающемуся политическому, религиозному деятелю современности Ахмад Хаджи Кадырову, благодаря его мужеству, его воле, его вере во Всевышнего, его любви к своему народу и благодаря поддержке и судьбоносным решениям Верховного главнокомандующего президента страны мы сегодня имеем такую возможность праздновать торжественные мероприятия в таких прекрасных условиях. Рамзан Амач, я хочу от лица всех присутствующих заверить вас, что мы, журналистское сообщество Чеченской Республики, мы всегда твердо будем следовать пути нашего первого президента Ахмад Хаджи Кадырова, следовать священному пути первого президента, потому что для нас, журналистов, присутствующих здесь, этот путь в первую очередь и в особенности является священным, потому что именно мы занимаемся распространением правдивого слова, правды. Мы боремся против распространения лжи, дезинформации, клеветы среди народа. Мы боремся против каких-либо манипуляций над обществом, против того, чтобы вводили в заблуждение или обманывали наше население. Мы боремся против распространения сатанистской идеологии, западной сатанистской идеологии нетрадиционных ориентаций. Мы боремся за благополучие нашего народа, журналисты имеется в виду, поэтому для нас этот путь в первую очередь священен. Мы занимаемся богоугодным делом, и мы надеемся искренне, что через некоторое время, Рамзан Амач, мы сможем посмотреть назад и с гордо поднятой головой сказать, что в период, когда мы работали в журналистике в Чеченской Республике, мы сделали все возможное и невозможное, все зависящее от нас, чтобы оправдать высокое доверие достойного сына чеченского народа, главы Чеченской Республики Рамзана Амача Кадырова, что мы сделали все от нас зависящее, чтобы наш народ жил в благополучии, чтобы мы могли праздновать такие торжества, мероприятия, юбилейные даты, и чтобы никогда у нас больше не было трагедий и бед. Рамзан Амач, я сейчас уверен, знаю, что многие присутствующие, они в ожидании услышать ваше слово, хотят услышать вашу оценку, ваше обращение к журналистам Чеченской Республики. Я бы хотел вам предоставить слово и пригласить сюда к трибуне. Конечно же, все с нетерпением ожидали поздравительной речи от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Уважаемый Олег Борисович, дорогие друзья, сегодня мы празднуем юбилей целого ряда известных и популярных СМИ республики. 100 лет исполнилось республиканской газеты «Даймок». 20 лет ЧГТРК «Грозный», газете «Вест» Республики, информационному агентству «Грозный», «Информ» и Центру подготовки и переподготовки работников СМИ. 15 лет телерадиокомпании «Путь» имени Ахмад Хаджи Кадырова и информационному агентству «Чечня сегодня». 65 лет ГТРК «Война». Я поздравляю вас всех со знаменательными датами. Все эти годы вы выполняете свой профессиональный долг. Рассказывайте людям правду, делитесь с миром нашими достижениями на созидательном пути нашего первого президента, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Уверен, так будет продолжаться и дальше. Я благодарю каждого журналиста и желаю процветания, успехов. В год чеченского языка особо хочу отметить вклад издания «Даймок» в развитие родного языка. В год чеченского языка, которым объявлен 2023, глава отметил и важность знания и повышения работы над изучением родной речи во всех сферах жизни региона. Год родного языка был из حيق خاطر تولش نوچه متا دوخ دول دش نشراس متر على اليوم نوچه متر دون حسن ما عنده ولج حونسن دسغ داستان انت عندنا هو شو صورت كو تشاغيت تر دون امل ديش خد يوقع دون
at don han el hiech do dosche jochon karietse doch is don oelne wal wie schok don zundel dona we dona nochtje mat borstol man ja soos dies al hiech so mos so don shaverige dona jubilees maseri don jubilees dona baala bilgal dakadish horena dona заслугшу дон хорма дона قيتور خورا دوكو احيق دون اقا خدق احيق ديش توقي دون حيق دول قدون ازعدال دون تنخ دون ديكنا خلاح وونا خلاح تنخ تعامات خلاح دون ازد عدالة ادوشتك دوك سندرت ادوشتك دوك خلرتر وي دون وقري حلال وي مرشدخ وي دوز ويتغني قاني لريدونا نوحجل لريدونا موتها بيزويدون موتخو اشتغلش وبير موت بيوش سغلش دونا إز دونا دوق زعبيهم دوال هيتسون اوم يقعد إز دوق لزر دوال هيتسون لزر دونا لچيستاد صغير دون توح دخادو ديش دون مسارا قطعاو دونا وينو ويدون يقوشتو بيرن نوحجي موت وين تخش تخلي دونا yok qarjım yaxın, idad yaxın, xida doğanı veya çiğe doğanı, yo maçalı toş doğanı, çiğe doğanı, dok xız zazdali doğanı, zaz dolş, istixaz doğanı, nohçi, muat boş, bol tom doğanı, soğlut vay doğanı, mesela ahiyek diyiz vay doğanı. Ve istiaqat ayıqa doğanı, vay doğanı, hiç tadayır dok, nohçi vay tabir bu. Hens vay büyük amel deş halaç doğanı, والدع مسلمت دعونا مسألة دون بيوش بقدون راسك مطلقون ضيان زامنش كعدون ويبيحكي يوق إنك وده بيحكي يوق ويسويت عدل بيحكي دو ويدون نوحش مات تبيت ترويك باش دا تبيت ترويك نوحش مات نو هينز بيوش يتقل نوحش مات دون هينز مسألة بيتسنش نوحش مات باح بسلون هينز دون ملو بيحكي دون هينز دون سويتسك سيوزو بيحكي دون إنك وده يو بيحكي تأثر تعب يحكي دون شيء موت بيس لأجنا دين ليلو لأجنا تاع ليلو شغل دائما دون عنجي ليلو شبول شارع ويجر حات سباقيتن موت سباقيتن دين صداقيتن نوحشل لا سياقيتن دون لدينا دون لديشت تغن زام حيالت دون هو زام حقاتشز ويج حدل ويدانا وين أتلينا خدع دون خبر خل دوش دش دان خبرش دوش تقوى إلن دان ويدان هندو خبرش دوش دان طبعا عيدلو دان ويج لامس دي بو ولا نعم دي بو مالخا بابو حجري غوبو ماجي غوبو مسوهم دين لرديش دين دازونش خيد مدي بو نوحچه لري بو نوحچه موت نوحچه خلخر نوحچه دوخر مسم لردي بوش عيدل دكتان MVD عبال بيش بو прокуратуре عبال بيش بو ФСБ عبال بيش بو правительствою администрации главы и правительствою дон مسو так дона дон عيدل балаху чавериге дона ديل دين لرديشو ديل دين دازوانش دона خيدوش فاستان أتغنى وين نوتشي قومن هنتي تع فيز بيحكي ودان شش بيحكي تغليت تعنا نوتشن دانا تسق ترقصون أوجج أو نوتشكا يوش شلدان شاويك دي بيحكي وس شيء دانا بيحكي سلاجة دان خطيا دان أو نوتشن دانا تبع دانا شيء بيحكي لاجة دان شيء دلهم شيء غلطي لاجة إذا هذا صار دؤال إذ دانا قرتنا بدولش نياها ها داموس سوبيخ ودان سندر دانا صديق هدر مسجد بيد دنيش دال چندین دانا ویچن سراز دقیق روشتگ مام باب العامدتن نان داد العامدتن دان مت دادولش تو شدیدی دان چن قول من داخرن إلسين يقدون إتصادون تدحر مو دادول مو وقال دادول دشتو حجن دانا هديس دادول دشتو عجنه تنخ ملخرو تنا وزن نخشو خيرو دان تنا دانا إلي وارجن دعوان دان نخشي خيرو دانا مت دانا قولش تو شادري دان
Sundel son massaga dona, die hörde massaga mella dona, var nu abüch bolchen. Hens don, jag nog ju mot daqiqi chadun da sanayazin yozna shul tatsan ha televidni agaziyat tatsan ha saych ayazin dishna shul da is dishna ston hein so ostol dishna dukkar dokon hun hein khambach do sein khambach dishna sun is sein so oskar dokdon وين هاد إمغلا سون دون سون ما عندك خش مثلا أولي دونه يروح وتش يعرف وتخدون سون ده شيء بال تعني يعضو ويقص درسنا يزك ونوش مطان يبيت نوش مط بيت دون صحيح دون يحتاج تعني راسك مط بيت صحيح يحيط مثلا دون ويدون راسك مط دون إن بيت دون ديك بيتا بيز دون مثلا 12 بيتا بيز نو أسنو دون شيخ أسنو دون إز نوش مط بدون سندر دونه وی ما که دال مولاها وی مت دونه یو عبوش بالمت نشوا وی تسخلیته دین عبوسا أهيو دکو دال مولا أجري أتنك دونه أجري أتنك بدو دون تعاق هي دي وی بیچند دونه وی دونه یو عوشی دون هم سوش دووق دوش إدوش تو حلوت دووق ووج دوش إدو إز دونه متعلق تيوش سن دونش ووشي دونه و بیت دان و زدان ما دشنش کلا دوشه و نخچی موت دانه بیت سربات دانه در مولادان و استعدانه تیشتو در مولادان از و تا زویشانی موکل تا سوشن دل دان الاچ دان موکل دگ دان عرض دان حالا دیل دان نیتن سر دان اسن دانه و قوم دان الاچ دانه لرد دیش مدو دان از هور امنش دال دنیان شکلن دلدان ادمی هور شیشه مت مقل نیدان هور ندانه غلقش دو خرش دو دق هور مدانه دان تیپ نش دو تقمش دان اش عوشی هند قلعدو و برد خلید و عوشی دوزید و عوشی دانه مرش دو خاید و عوشی یو احمد بیتی دان میلیون مت نش باش عشتو قد اش دان دال قلنا بخور عني دون أصلا وين قلت صباح وين هنسي دون وين مت دوش دو صاع دون تام وقول دوش دول وقو وتصل دوش دول دون وقو هر أول وقو وج أول إز استعبال بعمل ولا دون وين دوكو استأخر دو غالش وشو عشان اسمي بل دو شو دون شوية خلق واحد مصومات درجوش قويش أهيوكشتول نهدوشو إشتون ديك أهيوكشتونه ويا دونه دا مولا دا ويا موت أشيو بيتا ويا موت دونه دوك أون تنون دونه ويا متن دونه نا وصل دو دا مولا ويا دوك تيشتو ويا نخشل لريوال أقري نبتشوا ويا دقي ديشتك دون سووك ويشوك دونه دا سبوسال باوش نخشوا هلر دونه مثلا لعدر دون پایمر دل ما عربو دل سماشل دون دل دون سون یدین سون لشتگ تهم دونه نخچو هلر دون کی تاق ام دوچ دونه یو خدادن کول شوچی عمل قول لا رانه چی نخچو قول لا ارسون بوسال با وشان دون وی دال مولا دونه وی دیکوش دولچ آر دنیاش دول بیرش دونه شش نخچی هلر دون دقی دیده أهيوغر دكوي دون مسو دون ده ألدوي دون شو دونه هور ديانسي ويت شادش روش دونه خزورن دون تاني مرها دست نوي دون تاني دون هقع لش أولش أوشي دون سمو داقش أوشي دون يحشكش خزغيترت دون دقي ديش عش دوي دون شو دونه هر دنيا نبولو چه نوچا دكو دون سون گز خاندل نحو دون در رزقل دون هر شدیدی دونه بخلت دینش دونه دقیقا وین هر نیا حبلش بودون دقیقا وین ژورنالیست هویو عامینش بودون هو چوبش دون دقیقا شغل دون تاگن باخ دون شو باخ اش باندوش تاگن وی تاگن دنیان چواه عیس مشروع عیس اش دونه رولی کرتی سوژت کرتی حت دون میره پریاتش کپیر میست با هدوش دوی دون دقیقا شون در رزقل دون
شتان وقدح كرنا درس خل دا شو خلرنا درس خل دا دوك دا دول دا مو سووچون دا دول شو دا دول شادري جدا شهور دنتي دان هور دي دزدو هور دي خزادو دلع الشيء دو البلغ داكش مثلا خزيت سون هور شهور الناس في الدين حدا ده شيء في دون زون دون سيتيا دون سودا تمام دون بريزيدنت دو سوفوني دون سووك مساتي دا دول شو. Ну и, конечно, особо приятная часть церемонии – вручение отличившимся журналистам высших наград региона орденов Кадырова. Указом главы Чеченской Республики за исключительные заслуги перед Чеченской Республикой вклад в дело первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, награждаются орденом Кадырова Ахмадов Чингис Явусович, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Веселаева Рузана Нуралиевна, директор ГТРК «Войнах». Шамсудинов Бувайсар Шамилевич, главный редактор республиканской газеты «Таймок». Высоких правительственных наград были удостоены также и многие другие представители средств массовой информации. Почетным знаком за трудовое отличие награждается Шемилев Джамбул Хамзатович, заместитель начальника службы программ телевидения филиала ГТРК «Война». Олег Добродеев в своей поздравительной речи отметил важную роль в возрождении и становлении чеченской журналистики Ахмата Хаджи Кадырова и Рамзана Кадырова. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, дорогие коллеги, прежде всего хочу поблагодарить вас за приглашение разделить с вами радость этого большого праздника. Я думаю, что я и все мои коллеги, которые приехали поздравить вас из самых разных, но соседних российских регионов, гордимся вами. Я думаю, среди в этом зале найдется немало, я знаю этих людей, кто хорошо помнит ту студию в начале 2000-х годов в Гудармесе. Рамзан Ахматович точно помнит, откуда тогда, собственно, была единственная студия, откуда велось все телевизионное вещание Чеченской Республики. Если мне память не изменяет, там было всего 3-4 магнитофона, одна система выдачи и 2 десятка бетакамовских кассет. Вот все, чем в тот момент располагало чеченское телевидение. И я абсолютно убежден, что Ахмат Хаджи, чьими трудами чеченское телевидение, чеченские СМИ вообще вернулись к жизни, он был бы горд, гордился этим днем и теми изданиями, теми телевизионными каналами, теми агентствами, которыми сегодня располагает Чеченская Республика, которые составляют ее честь, славу и достоинство. Если одним словом определить, на мой взгляд, в чем отличие чеченской журналистики от всех остальных, от журналистики соседних регионов, от журналистики московской, питерской, это то, что это очень мужественная журналистика. Потому что она закалялась и выковывалась в самых непростых условиях. И то, что видели наши коллеги здесь, в тот момент не видел вообще никто. Вы несли самые большие человеческие потери. Вы знали всегда, что такое война, что такое горе, что такое лишение.
вы знали, что за слово правды зачастую надо заплатить своей жизнью. И поэтому сегодня я особенно горд тем, что именно чеченские журналисты снимают те материалы в зоне специальной военной операции, которые потом, я вижу, расходятся, пусть не всегда и цитируются, но абсолютно по всему миру. Это очень мужественная и очень достойная работа. И я хочу, чтобы мы поблагодарили наших коллег, всех, кто уже сейчас в очень тяжелых условиях, в очень непростых, с достоинством несет звание журналиста. А еще что я хочу сказать в этот день, это то, что вот тут даты значатся возникновения компании. И вот здесь дата нашего филиала, нашей компании в Войнах. Телевидение 65 лет, радио 95 лет. На самом деле наша компания такой же точно ровесник всех остальных телевизионных компаний и газет, которые здесь значатся, просто по одной простой причине. По-настоящему СМИ Чеченской Республики появились тогда, 20-15 лет назад, и их создавали Ахмат Хаджи Кадыров и Рамзан Ахматович. И очень важно, что была создана школа чеченской журналистики. Именно создана школа. Школа всех тех, кто присутствует в этом зале. Поздравляю вас от имени всех московских, питерских, со всей России коллег с этим праздником. Мы были с вами всегда рядом и будем всегда рядом и впредь. Спасибо огромное. Генеральный директор ВГТРК вручил награды от имени телерадиокомпании директору ВГТРК «Войнах» Рузане Веселаевой, заместителю директора Асламбеку Арипханову и главному инженеру компании Султану Ахматову. Приказом телерадиовещательной компании за большой вклад в развитие телерадиовещания, профессиональное мастерство, плодотворную творческую деятельность в связи с 95-летием радио и 65-летием телевидения в Чеченской Республике. Почетной грамотой награждается Веселаева Рузана Нуралиевна, директор филиала Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Арипханов Асламбек Ильясович, заместитель директора филиала, начальник службы программы телевидения. Ахматов Султан Вахавич, главный инженер. Не обошли стороной других сотрудников. Ахмед Дудаев еще раз отметил важность работы каждого из них в большом механизме работы СМИ. Дамач, спасибо за постоянную помощь, поддержку, за внимание, заботу, за содействие в решении всех возникающих вопросов перед журналистским сообществом. دال مطلع أحتقنين دويري أحتقن بلت يشم قوش بحاو سردوتخو وندقنا واستخلا حاو سردوتخو دال مطلع حدوخ ويش دوتخو حبيزك ويستخون حد سويزك بارك حوات سويزخون دال دوخو أول قرم دانا حموك شوالش إرسي والش حمر شوالش حقوقش دكخل چان حقوما أولش دكخل دويغات خون تخي أولش دكخل دويغات خون دال دوخو أول. Региональные средства массовой информации занимают немаловажное место в цепочке развития вещания в целом в стране. И журналисты Чеченской Республики ежедневно доказывают свой профессионализм и готовность во всеоружии компетентно при помощи мастерского слова служить стране и региону.